Здравствуйте. В эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте, Руслан. Я напомню, что в нашей программе мы рассказываем историю башкирского народа с привязкой к истории отдельных родов, которые и сформировали нацию в итоге. О каком роде мы будем говорить сегодня? Поговорим о роде Кошсо. Это такой небольшой род. Селения этого рода в прошлом находились и сейчас, в принципе, находятся на северо-востоке нашей республики и заходят на территорию соседней Свердловской области. На территории Башкортостана это Мичлинский район, на территории Свердловской области это Красноуфимский район. А с чем связано название, этноним? Единого мнения нету. Еще наш выдающийся этнолог, академик Кузеев Раиль Гумерович в своем фундаментальном труде «Происхождение башкирского народа» он считал, что Кошсо это, в общем-то, кстати, башкирская форма, да, то есть произношение Кошсо. На всех тюркских языках Кушчи. У узбеков, допустим, Кушчи, потому что у кыргызов у них тоже соответствующие роды есть. У них Кушчи. Так вот, он пишет, что это одно из древнетюркских, центральноазиатских по происхождению племен. Данный вывод, я не знаю, на чем он основан, но вот я в своих изысканиях посмотрел, что, в принципе, да, вот было в составе западно-тюркского каганата, а западно-тюркский каганат возник в VI веке, потом он распался на две части, а тюркский каганат это была огромная Евразийская империя, сначала империя Чингисхана, а потом Россия, вот они во многом наследники вот этой империи тюрков, тюркского каганата. Он начинался от Желтого моря на востоке, то есть Корейский залив, можно сказать, и заканчивался в Крыму, у берегов Черного моря. Вот такая была огромная империя. Фактически, территория современной России, да, или Советского Союза. Так вот, в составе западно-тюркского каганата, вот это примерно на территории современного Казахстана, фиксировалось племя Гэшу. Китайская транскрипция, она всегда, если кто не знает, китайская иероглифическая письменность, она же неадекватно передает звуки, то есть такая, в общем-то, сложная система для объяснения. Но Гэшу, и вот потом ее транскрибировали, попытались на нормальную, так сказать, транскрипцию. В принципе, выходит из этих двух иероглифов Гэшу слово Кушу. И были еще памятники древнетюркской письменности. И вот там написано, значит, в одном из памятников на территории Монголии в год там такой-то, в Кушуе я добыл рабов. Какая-то надпись такая была. В каком-то кушуйские черные головы, там, как такое еще выражение было. Ходили там на китайцев там, с войском и так далее. Вот Кушу, по мнению многих историков, это и есть передача такая древнетюркская позднейшего этнонима Кушчу или Кошсо. Салават, скажите, вот как так получилось, что племя с названием, которое обозначает, что заводчики птиц, оказалось в зоне, где лес, по сути, да, это не степная зона. Вот мне всегда казалось, что соколиная охота, это связано со степью, с пустыней, как-то вот так. Это одно другому не противоречит. Там лесная зона, и башкиры, и все тюркские народы, они разводили вот этих хищных птиц, была развита соколиная охота и так далее. Многие также связывают этот этноним Кошсо или Кушчи с придворным титулом сокольничий, да. У тюркских государей были сокольничьи, они так и назывались, Кушчи. Во многих источниках встречается там такой-то, там, допустим, Абдулла Кушчи при ханском дворе разводил и ухаживал за ханскими птицами. Многие выводят это название из как раз вот этого придворного титула. Поэтому и в нашей зоне здесь вот мы посмотрим, обратимся к источникам 18 века. Вот мы читаем, казахи специально сюда приезжали, в Башкирии считали, что вот здесь самые лучшие хищные птицы. Тут у нас очень было распространено вот это занятие. И они, кстати, вот эти птицы очень дорого, там, допустим, одна какая-нибудь очень такая обученная, хорошая птица мог стоить одна птица, там, я не знаю, табуна лошадей. И прибыльный, кстати, бизнес в то время. Тогда давайте вернемся немножко в прошлую историю, с того периода, когда этот род о себе заявил на территории Башкирии. Может быть, сначала мы еще скажем, где они фиксируются в средние века. Вот довольно четко в средние века вот была Золотая Орда, да? Это опять это русское название Золотая Орда. Это сами себя они Золотой Ордой не называли Улус Джучи. Это вот такое крошево из разных этнических реликтов, которые, значит, нашествие Чингисхана настолько все разметало, всю эту Евразию, что многие там, скажем, этносы перестали существовать, допустим, этносы, которые начали формироваться в народности, допустим, как кипчаки, там, меркиты, там, и так далее, и так далее. Вот эта мозаика всяких родов вошла в состав Улусу Джучи, да, и вот так и называлась Улусу Джучи. Но в то же время внутри этого Улусу Джучи уже были сформированы народности, не подвергались разверстке по там десяткам, сотням уже внутри Улусу Джучи. Какие-то народы. Это вот, допустим, башкиры, да, болгары уже к тому времени, булгары-волжские там сформировались, там, мордва, допустим, тоже входили в состав Золотой Орды, но представляли собой вот такой, значит, этнический, такой монолит, да, условно говоря. А вот эти роды вот так, значит, Улус-Джучи, а как же у них, какая там была этническая идентификация? Просто у каждого было название его рода. Но потом, когда Улус-Джучи распался на разные части, возник потом внутри Улус-Джучи несколько улусов, да, и один из этих улусов, улус Шибана. В русских источниках их называют там шибанские татары, татары, понятно, это условно, да, а сами они себя называли Шибанлык или Шибанлы. Вот по имени хана Шибан был братом Батыя. И вот
вот внутри этого улуса Шибана как раз средневековые источники фиксируют род Кушчи. Он был привилегированным родом в улусе Шибана. Прям так и написано, что все шибанитские принцы, то есть чингизиды, воспитывались аталыками, у них были беки из племени Кушчи. Допустим, чингизид рождался молодой царевич, такой был обычай. Он в семье хана не воспитывался, чтобы он не рос таким разбалованным, изнеженным, ведь родители, в общем-то, неизбежно будут к нему так относиться. Его отдавали в семью вот этого бека из племени Кушчи. И там он в семье бека вообще вне дома воспитывался. Вскармливала его жена этого бека, и, соответственно, дети этого бека, которые кормились от одной матери, становились, есть такое башкирское слово, кукельдаш, молочные братья. А этот бек становился для него аталыком, то есть воспитателем. То есть передавали детей на воспитание, что-то вроде Спарты древнегреческой, получается. Да. И они там воспитывались по жесткому варианту. У кушчинцев вот как раз вот была вот такая задача воспитывать чингизидских царевичей. Потом, когда дальше вот этот распад всей этой, значит, империи происходил, часть вот этих кушчинцев, кстати, вот улус Шибан, где он находился? Центр этого улуса Шибана, это была Тюмень, Западная Сибирь, часть Башкирии, значит, входила туда. То есть мы понимаем, что тогда говорят, что вот какое-то там татарское там, или монгольское ханство там, это неправильно, потому что тогда это не было даже понимания о том, что вот такое национальное какое-то государство. Просто источник власти — это чингизид. Где чингизид находится, там вокруг него образуется, значит, какое-то объединение, и туда могут по случайности там попасть там какие угодно, значит, племена, да, и даже уже сформировавшиеся народы, как башкиры. И вот большая часть Башкирии тоже входила в улус Шибана. Абулхайр-хан, это уже в 15 веке он жил, при нем это его улус Шибана стал называться узбекским ханством. И вот сейчас это, наверное, дико звучит, но вот узбекское ханство сформировало Западную Сибирь со столицей в городе Тюмень. Это уже была Тюмень или еще по-другому? Она называлась тогда Тура. Тогда Чинги-Тура, параллельно название, значит, Тюмень. Тюмень же, Тумян, это 10 тысяч с монгольского. Вот. И, ну, вообще, с тюркских, значит, языков. И вот потом, когда эти узбеки собрались и пошли завоевывать Среднюю Азию во главе с Мухаммедом Шейбани-ханом, потому что там в Средней Азии захватили власть кто? Тимуриды. А тимуриды, они ханами не считались, они, значит, беками были. И вот как бы считались узурпаторами. Чингизиды вспомнили, что некогда Мавераннахр, то есть территория вот этого междуречия между Амударьей и Сырдарьей, что это некогда принадлежало чингизидам, хану Чагатаю, то есть родственникам, царям-шибанидам. И они решили просто выгнать этих всех тимуридов и вернуть трон, который принадлежал их предкам. Ну и так они и сделали. Ушли все узбеки туда, и вот они там и остались, в общем-то, вот эти шибаниды или узбеки жить. Вот. Но ушли не все. Часть, значит, вот этих шибанидских племен, которые ходил в улус Шибана, вошло в состав башкирского народа, в том числе, допустим, вот это племя Кушчи. Получается, наследники Тамерлана с тех пор уже там не властвовали. Все, да. Они были изгнаны, как мы знаем, Мухаммед Шейбани-хан завоевал. Потомки Тамерлана что? Потеряли там земли. И вот этот Бабур, последний потомок тимуридов, он что сделал? Он собрал войск и ушел в Индию. Индию завоевал. Создал империю великих моголов, как мы знаем. Это вот как раз тимуриды. Империя великих моголов, которые до прихода англичан в Индии держались. Это тимуриды, которых изгнали шибаниды, которые, в свою очередь, пришли, вот можно сказать, из Башкирии. Из нашего Зауралья. Вот такая история. И вот эти кушчинцы вошли в состав башкирского народа. Не обязательно вот именно в тот момент, когда узбеки пошли завоевывать Среднюю Азию. Может быть, да, скорее всего, раньше это было. В 14, может быть, там, 14-15 веках они вошли в состав башкирского народа, кушчинцы. А что такое башкирское общество собой представляло, мы знаем. Еще в 14 веке у них сначала вертикаль власти. Иоганн Венгер, который приезжал, говорил, государя всей Баскардии нашел зараженным сарацинским заблуждением, то есть в исламе. А уже после 14 века мы этого не видим. Уже вот эта вертикаль, она была демонтирована, и возникает полития, то есть политическое образование горизонтально интегрированных родов, равноправных. В башкирскую политию, в принципе, принимались все желающие. Вот кушчинцы вошли. Им выделили вот эту землю по реке Ай на севере Башкирии. И вот возникла Кушчинская или Кушсинская, или как пишут в русских источниках, Кущинская волость. Своеобразным водоразделом в истории Башкирии стало вхождение в состав России, эпоха Ивана Грозного. Да. Как кушчи вошли в этот период? Кстати, опять же, у нас очень такое упрощенное, что ли, такое схематическое представление вот об этом процессе, да, там вот, может быть, отдельно как-нибудь мы поговорим об этом. Процесс этот занял, ну, как минимум 50-70 лет, вот этот процесс вхождения. 2-3 поколения, получается. Да-да, северо-западные башкиры там вот вошли. И там все происходило не все так, как вот у нас описывается. И не так, что вот раз весь народ взял и присоединился. Каждый клан принимал решение отдельно, каждый башкирский клан. Кушчинцы то же самое. Но поскольку они жили вот на так называемой сибирской будущей дороге Башкирии, то есть в Восточной Башкирии, а Восточная Башкирия, она, когда Иван Грозный взял Казань, пошел процесс вхождения был напрямую связан даже не столько, значит, с фактом падения Казани, а сколько с Ногайской Ордой, поскольку Южная Башкирия входила в состав Ногайской Орды. Северо-восточная, восточная часть, она поддержала кого? Хану Кучума, она не собиралась входить в состав России. Самыми ярыми сторонниками
вот этой династии Кучумовичей. Кстати, Кучумовичи ведь как раз вот эти и есть шибаниды. Ведь шибаниды узбеки в Среднюю Азию ушли, но другая эта часть, ну, понятно, там небольшая там осталась. Угу. Ведь они как? Когда они ушли, там в Западной Сибири, что там произошло? Возник так называемый Тайбугин-юрт. То есть какая-то местная княжеская династия захватила власть. Спорят, из какого там они клана происходили. Кто-то говорил, что они из салжуты, кто-то и гирейцы. Мнение, что они буркуты. Ну, неважно, это княжеское. А потом, когда уже узбеки завоевали Среднюю Азию, один из узбекских вот этих шибанидов, Муртаза хан, он вспомнил, а что там, Сибирь-то зачем мы оставили? И вернулся сюда вместе со своим сыном Кучумом. И начали воевать, и свергли вот эту династию бекскую в Западной Сибири, тайбугидов, и восстановили вот опять шибанидское ханство в Западной Сибири. Сначала Муртаза хан, потом его сын Кучум. Вот такая была ситуация. И когда произошло, так сказать, реставрация шибанидского ханства в Западной Сибири, сразу настроения в Башкирии изменились. Вот. Вернулась подле настоящая династия. И весь восток Башкирии переметнулся на сторону Кучумовичей. Там шла вот эта непрерывная борьба. И они, вот как пишут немецкие путешественники, которые в 17 веке приезжали в Сибирь, пишут прям, что главные вооруженные силы вот этих бывшего царевича, когда уже, значит, Кучума как уже свергли, убили там уже его сыновья и так далее, что главные, значит, вооруженные силы — это башкиры. То есть они продолжали вплоть до чуть ли не середины 17 века восток Башкирии продолжали поддерживать хана Кучума. То есть условная граница этой территории была река Уфа, получается, да? Все, что восточнее Уфы, это вот как раз та зона, о которой мы говорим. Восток, который противостоял царю, получается. Ну, вообще сибирская дорога, она, вот смотрите как, она, значит, она охватывала сибирская дорога, сейчас скажу. Условно говоря, вот самая западная оконечность, может быть, это Балтачский район, да? Угу. Вот, все, это все входило вот сибирская дорога Башкирии. Всю эту территорию тоже населяли подразделения племени Табын, да? Танып — это же подразделение племени Табын. Табынцы — это, значит, это самые, так сказать, традиционные социальные базы, так сказать, самое главное, так сказать, те, кто поддерживал Кучума, а потом его потомков, шибанидов. Сибирская дорога, она, в принципе, была вся за хана Кучума. Может быть, они и дальше поддерживали, но там опять ситуация изменилась. С востока хлынули калмыки из Монголии. Башкиры, когда увидели, что Кучумовичи теперь делают ставку не на них, а на калмыков, поскольку их пришла целая орда, мнение поменялось, и, в общем-то, они где-то к 30-м годам 17 века отошли полностью от Кучумовичей, и вот все восточные башкирские племена приняли, значит, подданство России. Процесс завершился уже в 17 веке, к 30-м годам. Да, где-то примерно вот окончательно последние вот эти рода к 30-м годам, только 17 века. После этого наверняка начался новый этап истории рода, да, это участие уже в восстаниях, как правило. Дело в том, что ведь восстания, они буквально вот, как парадоксально, но факт, с 30-е годы последние рода вошли, а первые восстания уже начались в 30-е годы. Да, четкая граница здесь даже сложно провести. Там как-то вот все сплошняком идет. И тут же сразу начали всплывать эти Кучумовичи опять. Все восстания, они ведь должны были под каким-то, условно говоря, это же не просто так вот, немножко примитивное представление. Вот люди сидели, взяли и восстали, ни с того ни с сего. Нет, всегда облекалось в некую идеологическую формулу. Отказ от русского подданства. А что взамен? Естественно, все башкирские восстания шли под знаменем восстановления власти Кучумовичей, шибанидов. И особенно в восстании 1704-11 году. Под флагом реставрации ханства шибанидов. Вот такая идеологическая, значит. Поскольку раз мы отказываемся от власти Рюриковичей, потом Романовых, то, соответственно, ведь святых мест не бывает. Соответственно, говорится, вот мы отказываемся от этих и признаем своих природных царей, как они говорили. Природные цари считались вот эти шибаниды. Там Кошсо там участвовал и так далее. Однако перелом произошел, вот до сих пор никто толком не исследовал. 1735-40-х годов восстания, как раз вот вызванное Оренбургской экспедицией, там вот в башкирском обществе произошел раскол. Вот сформировалась, значит, категория так называемых верных башкирских старшин. Царизм, условно говоря, царское правительство, вот только в этом восстании себе завоевало, социальную базу получило в башкирском обществе. До этого ее не было вообще. И среди ярых вот таких, значит, сторонников царизма уже во время вот этого восстания 1735-40-х годов, видим кого? Старшину Кушчинской волости, Кудаша Рахмангулова. В этом восстании они вот были такими уже верными. Через несколько десятилетий случилась крестьянская война Пугачева. Как здесь себя проявили кушчинцы? Пугачевщине приняло 99% башкирского, значит, народа, да? Вот из кушчинцев наиболее такой известной фигурой был Ильчигул Иткулов, старшина Кушчинской волости. Он был пугачевским подполковником. Кстати, он был сподвижником Салават Юлаева, входил в отряды Салават Юлаева, и поэтому он везде, где воевал Салават Юлаев, там, значит, был и Ильчигул Иткулов. А чем он еще прославился? Тем, что когда Салават Юлаев, его армия, вот они, значит, то есть небольшая предыстория, Пугачев, когда его, значит, на первом этапе уже разбили, и он бежал
бежал в Башкирию, значит, ему буквально здесь башкирские старшины там за 2 недели собрали новое войско, и вот он шел и снова терпел поражение, там фактически это было бегство, но оно как река вот течет вот с этими вместе своими народными массами. И здесь вот уже когда пришел в северо-восточную Башкирию, на реке Ай его встретил Салават Юлаев с войском, вот сказал, это наше башкирское войско, мы хотим вам служить и так далее. Вот благодарствую, послужите мне. И там они дали несколько сражений Михельсону. Михельсон в итоге отступил обратно в Уфу. Вот. А войско это дальше двинулось в Пермский край, да, то есть и осадило крепость Осу. Крепость Оса, это сейчас небольшой городишко в Пермском крае, но тогда это была значительная крепость. И вот там под стенами Осы Салават Юлаев был ранен. Это было 3-е его ранение. И вот он уже все, после этого уже не пошел с Пугачевым, поехал домой на излечение от своих ран. А кто дальше-то? А дальше вот это все войско пугачевское двинулось на Казань. И вот дальше кто там пошел? Предводительствовал вот этой башкирской конницы в армии Пугачева, там 20-тысячная армия, 10 тысяч из них это башкирская конница была. Юламан Кушаев, это вот был старшина Каратабынской волости, это он жил на территории современного Аргаишского района Челябинской области. А его, так сказать, заместителем был вот как раз Ильчугул Иткулов. И вот он со своими этими войсками разбили войска под Казанью полковника Толстого и сожгли Казань. Вот Казанский Кремль, значит, устоял только вот этот каменный. И вот по свидетельству тех боев Хамзы Баязитова, он башкир Табынской волости, у стен Казани башкирцы находились впереди пугачевской толпы, будучи чрезвычайно порублены. На себе, так сказать, основной удар приняли. Вот. Дальнейшая судьба этого Ильчугула Иткулова мы не знаем, но, скорее всего, Екатерина II, она же всех простила. Чувствовала вот эту вину. Вина была однозначная. Правительство, государство. Они знали, что вот захваты башкирских земель – это незаконно. Ей или не знать. Она же вотчинница, главный вотчинник государства российского, а башкиры тоже вотчинники. Она понимала, что вот это горно-заводское строительство идет часто не совсем законными путями. Поэтому всех она просила. И Салават Юлаеву дважды через Потемкина передавала, значит, покайся, приди, я тебе прощу. Ну, Салават был такой молодой парень, горячий, там всех отверг любые, так скажем, попытки там войти в переговоры и, в общем-то, за это поплатился. Вот. Такая история. Двигаемся тогда далее. У нас начинается период уже Отечественной войны 812 года и 19 век. Как в этот период себя проявила Кушчи? Ну, все участвовали в этих походах. Особенно во время, значит, наполеоновских войн, кушчинцы там, конкретно сейчас я не могу, конечно, сказать, там рядом были там Упейские, Сызгинской волости, там вот многие, значит, отметились, и кушчинцы тоже. Что касается, вот, посмотреть генетическую историю этих племен. Да, давайте поговорим, что с генофондом у племени Кушчи. Вот, интересно, значит, кушчинцы, как вот мы и предполагали, восточное племя, восточного происхождения. Дело в том, что когда генетику начали разбирать башкирского народа, то есть все-таки значительная часть башкир, у них были обнаружены генетические маркеры, характерные для все-таки европейских популяций. Получается, что это в значительной степени субстрат, потомки сарматских племен, это же индоевропейские племена, и другие там, да, западноевропейские гаплогруппы. Но что касается кушчинцев, то у них была найдена гаплогруппа N1C, восточно-степная гаплогруппа, которая фиксируется у, собственно, тюркских племен, да, выходцев с востока, и даже у угорских племен, допустим, у тех же венгров. Вот как раз вот эта гаплогруппа. Кушчинцы – это выходцы с Востока, однозначно. В начале передачи говорили, что и в древнетюркских архонских памятниках племя Кушу упоминается и так далее. Скорее всего, генетика только подтверждает вот эти предположения, да, умозрительные в значительной степени исследователи, которые опирались на письменные памятники. А здесь вот генетическая история, а ее уже не обманешь, конечно. Предлагаю перейти к более современному этапу истории башкир и племени Кушчи, в частности, период становления уже республики, начало 20 века. Кушчинцы, которые живут на территории Башкирии, четкую башкирскую идентичность, а те, кто остались, значит, на территории Свердловской области, они, значит, постепенно оттатарились. Почему? Потому что в свое время было введено там в Свердловской области и так далее. Вот это распространение шло из Казани, вот, татарской системы образования с Татарстана. И, в общем-то, уже в 30-х годах стало преподавание на татарском языке. У кушчинцев в Свердловской области наблюдается смена этнического самосознания. Но кто вот из них, так скажем, известные люди? И вот у нас была знаменитая Максютова, Жиба, был профессор-языковед. Был Загафуранов в свое время, председатель Верховного Совета БССР 50-67 года. Ну, а вот самый интересный человек у них. Ахмадуллин Вафа Мустафович. Его вообще мало кто знает. Он почетный гражданин Чехословакии, командир партизанского отряда «Высокие Татры». У нас все знают, значит, Мурзина, вот, который возглавлял отряд в Чехословакии. Вот герой Чехословакии. А вот Ахмадуллина мало кто знает. Всю жизнь в деревне прожил. Мурзин, он жил в Уфе. Он был и здесь уже, и после войны, в общем-то, такой персонный был прокурором, в общем-то, такой, скажем, для того времени медийные персоны, поэтому его все знают. А этого мало кто знает, а вот он тоже, значит, не менее известный там, в Чехословакии. То есть по следам Великой Отечественной войны, скорее всего. Во время Великой Отечественной войны вот наши
два выходца из нашей республики и Ахмадуллин возглавляли крупные, значит, партизанские соединения, орудовали в тылу противника. Вот это интересные факты. Так что род, я считаю, что очень интересный. Мы уже про выдающихся людей, в общем-то, сказали, В принципе, да? Так, ну что, тогда будем заканчивать? Или есть еще что добавить? Сейчас. Важное. Ну, современных не буду говорить там про живых. Вот был Мирсаев в свое время, там у нас государственный деятель здесь в республике был. Вот этот Ахунов сейчас, моряк-то капитан первого ранга. Там этот возглавлял этот Орджоникидзевский. Ну ладно, это. Что хочется сказать напоследок. Тем более, значит, не у всех народов сохранился вот родовая структура. Вот, то есть характерно больше для тюркских народов, как ни странно, для кельтских, да, у кельтов у них кланы, у нас роды, но в принципе это одно и то же. У них это все как-то культивируется у кельтов, у каждого клана там свой орнамент, у каждого рода тоже свои атрибуты, тамга, там уран, то есть боевой клич, дерево, птица и так далее. Поэтому кушчинцы через историю рода познаем историю, так скажем, общенациональную. Потому что, когда мы говорим чисто только об общенациональной истории, огромное количество нюансов проходит мимо нашего внимания. Давайте тогда еще раз назовем, на территории каких районов Башкирии проживают потомки рода Кушчи. Большое число кушчинских деревень на территории Башкирии, конечно, в долине реки Ай. Больше всего их на территории Мечетлинского района, Сулейманова, Кутуш, Леместамак, Сабанак, Салзигут, Кызылбай, Большой Бургаджина, Мелекес, Юнус, Темиряк, Абдрахим, Аюб, Тимирбай, Кургат, Юлай, Абдулла, Азикей. В Белокатайском районе Сандалашка, Айдакай, Кургашка. И одна деревня в Кигинском районе Юнус. Но также кушчинцы проживают на территории Свердловской области, в Нижнесергинском, Красноуфимском и Артинском районах. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». У нас традиционно в гостях Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. До новых встреч!